Вообще я хочу вот эту фишку на энергию оставить. Можно. Да? И потом здравствуйте сказать. Нарен Нергюй, здравствуйте! Сегодня огромное количество, не побоюсь этого слова, профессионалов отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. Мы, нашей скромной редакции, безусловно, присоединяемся к тем поздравлениям, которые сегодня звучат в ваш адрес. Вы великие профессионалы, люди созидательного труда, и, конечно же, еще раз мы вас сердечно с этим вашим профессиональным праздником поздравляем. Партнером нашего сегодняшнего тематического выпуска выступает ПАО «Якутскэнерго». Это одна из крупнейших энергокомпаний Республики Саха-Якутия. Обеспечивает нас, всех жителей Республики Саха-Якутия, теплом и светом. Поэтому вам отдельный наш привет. Огромная благодарность за участие в нашем проекте. Ну и, конечно же, мы бы хотели вам отдельно пожелать крепчайшего здоровья, счастья, долголетия, ну и всего самого хорошего. Сегодняшний наш выпуск он посвящен истории электрификации Якутска. Давайте мы в этой теме сегодня более подробно разберемся. Давайте начинать. Вообще, впервые серьезно о возможности устройства в городе Якутске электрического освещения в жилых домах, на улицах и в общественных зданиях заговорили 10 октября 1905 года. Тогда городской глава Павел Андреевич Юшманов, многие знают, что он в период с 1905 года по, собственно говоря, до революции 1917 года он возглавлял город Якутск, был мэром города Якутска. Так вот, он на заседании Якутской городской думы, на очередном заседании Якутской городской думы, он впервые поднял вопрос об электрификации города Якутска. Вообще, что представляет из себя Якутск образца 1905 года? Есть отличное описание первого якутского агронома Михаила Федоровича Слепцова. Давайте мы его зачитаем. Улицы города не мастились, поэтому летом в сухую погоду за каждой телегой или стадом коров, подгоняемых пастухом, поднималось целое облако пыли. В дождливые дни на улицах стояла непролазная грязь. В некоторых частях города были целые болота, даже в центре, например, у магазина купца Силина. Чтобы засыпать то болото, нужно было сотни подвод с песком, глиной и щебнем. Такая работа не была под силу городской думе. По ночам улицы не освещались, на них царила непроглядная тьма. Дома освещались где керосиновыми лампами, где сальными или стеариновыми свечами. По улицам ездили на лошадях и быках. Не было мостовых, благоустройством улиц не занимались из-за отсутствия средств. Вот такое описание было в 1905 году. Ну, собственно, как и в большинстве провинциальных городов, не только Дальнего Востока или Восточной Сибири, но практически повсеместно, скорее всего. На самом деле, средства могли бы выделить его императорское величество Николай II, но на дворе 1905 год разразилась и гремит первая русская революция. Ну и, собственно говоря, тут не до Якутска и его жителей, тем более по вопросам электрификации. Безусловно, конечно же, это решение поддержано не было на заседании той Якутской городской думы. Однако Павел Анатольевич Юшманов, он такой человек довольно упертый был и свою идею ни в коем случае не бросал. Он раз за разом идею электрификации города на всех заседаниях Гордумы поднимал и с каждым разом все больше обрастал сторонниками этого благородного, по сути, мероприятия. В это же время молодой предприниматель, в будущем филантроп, в будущем, опять же, первый нарком Министерства финансов ИАССР Алексей Алексеевич Семенов его звали. Будучи издателем либеральной газеты «Якутский край», вот он начинает параллельно публиковать в своей газете тему электрификации города Якутска, делиться своими мыслями. Ну, периодически прокачивать эту тему. Начинается такая скрупулезная пиар-работа, чтобы сдвинулось это дело с места. Вообще, хочется несколько слов сказать об этом удивительном человеке, о Семенове Алексее Алексеевиче. Это, человек просто глыба для своего времени. Человек, который был таких прогрессивных взглядов. Вообще, по-хорошему, про него отдельный выпуск, но несколько слов хочется в рамках нашего выпуска сказать. Родился он в 1882 году в Бурятии, на территории современной Бурятии. Работал писцем мирового судьи, учителем, ямщиком и, наконец, служащим в конторе торгового дома Коковин и Басов. Это была такая большая корпорация, которая владела несколькими торговыми домами
продавала различные товары для населения в нескольких регионах. Через несколько лет он был переведен бухгалтером в якутский филиал торгового дома, а уже через 10 лет, в 1908 году, возглавил его. Он стал управляющим этого магазина якутского торгового дома Коковин и Басов. Кроме того, он является инициатором разработки свинцовых руд в Верхоянск. Он строитель пристаней, дорог, зимовий, владелец частной типографии и, наконец, он инициатор создания в Якутске первого клуба приказчиков, который в настоящий момент мы знаем как Русский драматический театр, постановки которого мы все очень любим и регулярно посещаем. Да? В общем, совершенно точно надо про него делать отдельный выпуск, хотя бы только потому, что он был человеком, который привез в Якутию и в Якутск в частности кинематограф. Он привез сюда киноаппарат, и первое кино на большом экране в Якутске появилось благодаря ему. Но вернемся к нашей теме. Алексей Алексеевич, повторюсь, он регулярно публикует разные статьи о преимуществах электрического освещения. И вот одна из таких статей, которую он написал, была опубликована 10 января 1913 года в другой газете. Газета называлась «Якутская окраина». Несмотря на это, газета тоже была, по сути, его. Он ее достаточно сильно хорошо финансировал. И он в этой статье, раскрывает экономику вопроса. Давайте мы ее с вами вместе почитаем. Я очень коротко, отрывками, но самую сущность мы попробуем взять. По скромному подсчету, Якутск тратит на освещение до 2500 пудов свечей, это 35 тысяч рублей, и 6 тысяч пудов керосина, это 30 тысяч рублей, то есть всего до 65 тысяч рублей ежегодно. Далее автор приводит там небольшой расклад по затратам на эксплуатацию электростанции, погашение процентов по суде и акцентирует внимание, что многие забывают, что каждая сумма, внесенная в погашение суда, делает город хозяином предприятия. Недостаток места в газете не позволяет привести здесь таблицу предполагаемого электрического хозяйства, и поэтому я ограничиваюсь лишь сообщением самого главного. За основание взяты следующие условия. Город получает 150 тысяч рублей сроком на 18 лет из 5% годовых. Причем уплата суда и процентов производится через 3 года с момента получения капитала. Предполагается, что в течение первого года Якутск оборудует станцию, во второй год получит валового заработка 20 тысяч, в третий 25 тысяч, в четвертый 30 тысяч, в пятый 35 тысяч, а в дальнейшие года считаются все по 35 тысяч рублей. Если цифры эти оправдаются, через 18 лет Якутск сделается обладателем предприятия, приносящего около 20 тысяч рублей ежегодно дохода, и кроме того капитала в сумме в 100 тысяч рублей, не считая стоимости освещения города в течение как этих 18 лет, так и будущих. Глядя на эти цифры, опирающиеся на действительность, верится, что гласные поймут важность вопроса и решат его так, как требуют интересы города. Вот такую вот заметку он публикует. Ну и, разумеется, городские власти согласились. Решение об электрификации на заседании городской думы, оно было поддержано почти всем составом депутатов. И очень скоро начались первые движения. Напомню, на строительство в Якутске первой электростанции было необходимо 100 тысяч рублей, хотя Семенов писал о том, что нужно 150 тысяч. На самом деле было достаточно 100 тысяч рублей. Деньги, используя личные связи, выбивал, в хорошем понимании этого слова, губернатор области Иван Иванович Крафт. 8 марта 1913 года, то есть спустя 3 месяца, он сообщил, телеграфировал, о том, что самодержец Николай II своим высочайшим повелением разрешил отпустить Якутску суду в размере 20 тысяч рублей из государевой казны. Еще 80 тысяч, недостающие 80 тысяч, пожаловал генерал-губернатор Восточной Сибири Леонид Михайлович Князев. Это близкий друг и соратник Ивана Ивановича Крафта. Какими аргументами он сыпал, не знаю, но тем не менее Князев эту сумму выделил. А вообще электростанция строилась для той эпохи, для той поры небывалыми темпами. В конце апреля 1913 года, то есть условно через месяц, после того, как ассигнования были выделены, городские власти приобрели помещение для будущей станции. Это огромный ангар, он принадлежал предпринимателю по фамилии Зидгинидзев. Вот в этом огромном амбаре он находился
он находился на углу современных улиц Черяева и Хабарова. Ну, тогда это улица Набережная была. Вот, вы знаете, там стоит известный на улице Черяева известный банк в зеленых цветах, да, государственный, полугосударственный банк. Вот в его дворе, по сути, находилась первая электростанция, ну, строилась эта электростанция. И, собственно говоря, там был вот заложен фундамент под оборудование, возведены киоты для трансформаторов. Ну, и, в общем, стройка очень активно начала, что делать начала? Стройка начала строиться, что ли? Ну, неправильно. Мы строили, и наконец построили! Ура! Вообще оборудование для первой якутской электростанции было выписано из Петербурга. Но в 1913 году в Петербурге случается забастовка рабочих, и, соответственно, не работает железная дорога. Поставщик оборудования по фамилии Климин пытался очень долго найти какое-то решение, договориться с железнодорожными служащими, но у него это не получилось, и поэтому он принял очень неординарное решение. Он решил разобрать полностью на запчасти это оборудование, на мелкие части, и отправить это все гужевым транспортом, на лошадях, в повозках. И вот, собственно говоря, на протяжении почти 9 месяцев это оборудование ехало к нам сюда, в Якутск. Зимой в 1914 году, в начале года, это оборудование наконец прибывает в Якутске. Сохранилась фотография, вот сейчас вы ее видите, как это оборудование доставлялось в город Якутск. 13 троек лошадей тащили это оборудование, очень, конечно, удивительно. Так вот, все лето оборудование собиралось, монтировалось. В июле месяце 2014 года был произведен первый пробный пуск, но что-то пошло не так, как это обычно бывает, и поэтому монтажникам потребовалось еще некоторое количество времени, чтобы наладить это оборудование. И, наконец, 9 августа 1914 года, повторюсь, первая локомобильная станция мощностью всего 180 киловатт была пущена в эксплуатацию. Первые месяцы работы она освещала порядка 200 домов, несколько улиц и тоже десяток, наверное, общественных учреждений, главным образом магазинов, одним из которых был, конечно же, торговый дом Коковин и Басова. Кстати сказать, станция в то время обслуживала группа людей, специалистов из 18 рабочих и служащих, что на самом деле тоже довольно много. Получается, что Юшманов своим решением создал дополнительные рабочие места. Это же очень круто. Вообще надо отметить, конечно же, заслуги губернатора Крафта в том, что электрификация Якутска состоялась. Человек действительно великий вклад в дело развития Якутска в принципе внес. Все думают, что губернатор Крафт человек приезжий. Во всяком случае, так думают в моем окружении, но на самом деле это неправда. Губернатор Крафт родился здесь, недалеко от Якутска, в селении Владимирское, сейчас более известное как Владимировка. Вот он там родился и, собственно говоря, получил здесь в Якутске образование, и вот рос по карьерной лестнице и вырос до целого губернатора области. Дальше он поедет в Енисейскую, и там тоже, станет великим человеком. Но вот вклад его был очень таким серьезным. С его приходом в городе появляются 2 лесопильных завода, 2 мукомольные паровые мельницы, мыловаренные, кожевенные, кирпичные и пивоваренные заводы. Вообще с появлением электричества появляются и другие блага цивилизации, например, телефонная связь. Это речь идет о 15-16 годах, совсем рядом. В это же время, судя по схеме и по расположению, начинает в Якутске работать первая водокачка. Она находилась рядом с электростанцией, и, собственно говоря, питала электричеством насос, который перекачивал воду, и, соответственно, жители Якутска впервые за долгое время получили возможность получать питьевую воду, а не таскать ее с реки в бочках на быках. Вообще локомотивные станции, они топились дровами, и поскольку это довольно затратное учреждение, очень дорого
ну, из года в год инфляция, да, дорожают дрова, ну и в конце концов этот ресурс, он же такой исчерпаемый. Пришло понимание к тому, что нужно переходить к энергетике углеводородов, да, топить станции углем. В частности, уже по стране уже шагает план ГЛРО, электрификации страны, да, принятый Ульяновым Лениным. Ну и Якутск это тоже, конечно же, касается. В 1937 году, 7 ноября, в очередную годовщину Великой Октябрьской революции в Якутске была запущена первый турбоагрегат новой, обновленной, каменной якутской центральной электрической станции мощностью 750 киловатт. Вообще строительство новой якутской ЦЭС, центральной электростанции, да, давайте я буду теперь ее так называть, новой якутской ЦЭС произошла только благодаря поддержке председателя Высшего Совета Народного Хозяйства СССР Григория Константиновича Орджоникидзе. Человек, который для Якутии вообще не посторонний ни разу. Он, напомню, отбывал здесь ссылку. Несколько лет проживал он в Якутске и потом уехал в Покровск. Ему там разрешили врачевать, и он был неплохим врачом, спас много жизней якутян в Хангаласском улусе, ну и, соответственно, был там на хорошем счету. Его до сих пор очень сильно уважают, и дом-музей там замечательный, в котором он жил и врачевал, сейчас в прекрасном состоянии. Всем очень рекомендую обязательно сходить. Так вот, по его распоряжению на якутскую ЦЭС была доставлена турбина Пельтфорд, демонтированная из московской фабрики «Красная Роза». Вот так эта фабрика выглядела. И ЦЭС уже, собственно говоря, работала на угле. Этот уголь доставляли с Кангаласского угольного разреза, доставлялась она баржами. Ну и, соответственно, это был такой тяжелый довольно-таки труд. Механизации в тот момент такой не было, никаких конвейеров. Все это, по большому счету, делалось вручную. Разгружалась баржа вручную, и, соответственно, топилась турбина, турбоагрегат этой электростанции тоже вручную, ну, кочегарами, да. На проектную мощность в 5 мегаватт, это 5000 киловатт, станция вышла уже к концу 30-х годов 20-го столетия. При этом на ней использовалось только отечественное оборудование. Но давайте все-таки остановимся на строительстве якутской ЦЭС более подробно. Решение о ее строительстве было принято в 1932 году в соответствии с директивой Экономического совета РСФСР и постановлением энергоплана. Местом был выбран участок Промкуст. Это вот, собственно говоря, то место, где сейчас находится Якутская ТЭЦ. Якутская ЦЭС была в последующем переименована, потому что более модернизирована, и она получила теплоэлектроцентрали, да, наименование. Так вот, станция была построена вот в этом месте, поскольку был берег Лены, туда было удобно подвозить уголь, да, баржами, и, соответственно, там была вода, которая использовалась для проточной системы охлаждения. Станция вообще на самом деле это первый промышленный объект, строительство которого осуществлялось по методу сохранения вечной мерзлоты. Это по сути первое промышленное такое здание, которое появилось в Якутске на сваях. Да? Надо отметить, что никто никогда таких зданий, таких крупных зданий в Якутске и в мире никто никогда не строил. Конечно же, наука мерзлотоведения уже существовала в этот момент, но она только-только вот зародилась. И вообще вот мерзлотоведы, они, конечно, рекомендовали строить основание, фундамент, забивать сваи в вечную мерзлоту исключительно зимой. Соответственно, для удобства работы сооружались такие некие тепляки, там же отливались бетонные арматурины, сваи. Ну и, собственно говоря, это тоже было такое первое, пробное, да, или как сказать, конечно, с научным обоснованием, но, тем не менее, это было очень прорывное для гражданского и промышленного строительства, такое вот нововведение, скажем так, да. Между прочим, эти сваи стоят уже 92 года, и 92 года прошло с момента забивки свай, и на самом деле ученые-мерзлотоведы до сих пор за ними наблюдают и отмечают, что они в прекрасном, удовлетворительном состоянии, что говорит, собственно говоря, о величии
советской науки. Да? Конечно же, строительство сопровождалось с проблемами, рядом проблем. Например, в 1933 году в Якутске было довольно большое наводнение, паводком затопило, значит, часть стройки. Это происходило не единожды, это происходило там несколько раз в процессе строительства, поэтому строители, инженеры всякий раз сталкивались с такими разными сложностями, да, в своей работе. Конечно же, испытывали огромный дефицит строительных материалов. Все вот это вот накладывало на них такие большие проблемы, и по сути тот проект, который был изначально принят, он был, ну, в процессе строительства он всегда менялся. И в итоге станция построена, вот что называется, сходу, да. Вот, если тут не получилось, придумали новое инженерное решение и применили его. Вот очень круто. Еще до ввода станции в эксплуатации наши отцы-основатели, конечно же, задумались о том, что нужно подготовить кадры, потому что, ну, сами понимаете, 1937 год, образование, а тем более высшее образование, недоступно примерно для большей половины населения нашей страны, поэтому наши, значит, руководители нашей республики, Советской Республики, они, конечно же, сразу же озадачились вопросом подготовки кадров, и, конечно же, они всех будущих работников новой электростанции отправили на обучение. Все они прошли, значит, специальные курсы, значит, по подготовке, значит, специалистов для обслуживания, значит, турбин, потом, значит, чтобы обслуживать эти паровые котлы, чтобы доаэраторы питательные, циркуляционные насосы, электромонтеров элементарно готовить начали. Ну, то есть это был такой серьезный план. Всего, как отмечают историки, обучение прошли 85 человек, из которых 24 были женщины, что говорит о том, что женский труд тоже был, ну, довольно востребован в то время. Также к моменту пуска в 1937 году на станции трудилось 114 человек. Конечно, план ГЛРО реализуется по стране очень интенсивно. Безусловно, те станции, которые открываются, торжество науки тоже не стоит на месте, соответственно, идет постоянная модернизация. И уже на следующий год, в 1938 году, на станции был смонтирован турбоагрегат СР-20 мощностью 2500 кВт производства Кировского завода. А уже к концу 30-х годов станция вышла на проектную мощность в 5 МВт. В 1965 году мощность станции в результате модернизации была увеличена до 17 МВт. И вообще здесь надо отметить, что вот 1965 год, это примерно в это же время, было открыто средневилюйское газоконденсатное месторождение в Кызылсыре. Ну и, соответственно, наши уже задумываются о том, чтобы переводить электростанции на газ с твердого топлива, да, с угля. И буквально на следующий год, в 1966 году, насколько всем известно, начинается строительство в первую очередь Якутской ГРЭС. О Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 мы обязательно поговорим в других выпусках, потому что это все-таки современная, новейшая история. А здесь, как правило, мы разбираем, ну, более глубинные вещи, скажем так, да? На дворе 1968 год, январь месяц, в Якутск приходит газ, и это становится новым этапом жизни. Якутск центральная электростанция. Мощность станции к этому времени достигает 24,5 мегаватт. В 1969 году Якутская центральная электростанция реорганизована в Якутскую теплоэлектроцентраль, более известную как Якутская ТЭЦ, которая гудит и по сей день. Хоть она сегодня и не производит электричество, ну, конечно, она производит, но для своих, скорее всего, нужд, но главная ее цель, конечно же, обеспечение теплом жителей города Якутска. Примечательный факт: старожилы города помнят о том, что Якутская ЦЭС, Якутская центральная электрическая станция, каждое утро гудела. Гудела она в сторону рабочего городка, это микрорайон города Якутска. И гудела она зачем? Ну, это был такой своеобразный будильник, чтобы рабочие вовремя проснулись, пришли на работу на станцию и, соответственно, чтобы рабочая смена менялась. Вообще говоря об истории электрификации Якутска и Якутии в целом, хочется, наверное, рассказать об еще одном человеке, который первым
пустил первую частную электростанцию. Примерно в это же время, в 1914 году, это был такой известный якутский предприниматель, купец второй гильдии, он такой меценат, попечитель. Его звали Семен Петрович Барашков. Он был уроженцем западно-кангаласского улуса, скачекадского наслега. Так вот, он построил первую частную электростанцию, паровую электростанцию. Вообще он очень был близким другом Кулаковского. Напомню, что Барашков, он меценат, он предприниматель, он человек не бедный, он был сторонником того, чтобы его земляки получили образование, и вот он открыл в Качекадском наслеге школу и пригласил туда на работу своего близкого друга Алексея Алексеевича Кулаковского, мыслителя, основоположника якутской литературы. Вот они познакомились в 1910 году в Бодайбо, и вот он его после этого уговорил, значит, переехать в Качекадцы, поработать учителем в этой школе. И вот, конечно же, Кулаковский его в этом деле поддержал, вообще они очень сильно дружили. Вот в течение 3 лет они вместе с Барашковым, Кулаковский и Барашков, они в Качекадцах построили такое передовое хозяйство, что потом русские исследователи описали в документах это хозяйство как оазис цивилизации. Ну, то есть, просто представьте, 1914 год. Что имеется в Качекадцах? Паровая электростанция, да? Ну, локомотивная паровая электростанция, мукомольная мельница, пилорама. Причем есть еще и большая ферма, где доярки работали в белоснежных халатах и работали в чистых коровниках. Ну, то есть там все содержалось на супер вот таком вот крутом уровне. На самом деле, конечно же, этот бизнес-план был разработан при непосредственном участии Алексея Кулаковского, и, как мы потом, собственно, знаем, этот план был успешный. Вообще, вот этот великий труд Алексея Кулаковского, письмо якутской интеллигенции, оно же было написано в 1912 году, и, конечно же, мысли и идеи и действия Барашкова не могли не отразиться вот на тех идеях, которые Кулаковский отразил в этой книге, поэтому всем очень рекомендую к прочтению. Такая вот сегодняшняя наша история. Я, конечно же, хочу еще раз, пользуясь случаем, поздравить всех наших энергетиков нашей великой страны с профессиональным праздником. Отдельная благодарность, повторюсь, Якутскэнерго, компании, которая обеспечивает светом и теплом тысячи, миллионы домов нашей республики. Низкий поклон вам за ваш великий, тяжелый и очень нужный созидательный труд. Мы с вами прощаемся. Карсё Хадири.